Это то, что так долго просили таджики. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что может существенно улучшить жизнь многих. Подписывайтесь на наши обновления и будете в курсе всех последних и важных событий. В последнее время зачастую судебные процессы по некоторым общественно значимым, вызвавшим широкий резонанс делам, проходят за закрытыми дверями. А ведь именно возможность граждан и представителей СМИ присутствовать на судебном заседании, а после и распространять полученную информацию способствует защите прав, законных интересов участников процесса, повышает качество и эффективность осуществления правосудия, укрепляет авторитет судебной власти и доверие к ней, способствует реализации гражданами своего конституционного права на получение информации. Ровно год назад СМИ писали о проведенном общественной организацией «Мир права» мониторинге судебных процессов по гражданским делам с точки зрения открытости, публичности судопроизводства. Тогда Гулчехра Холматова, руководитель ООО «Мир правда», рассказала о целях проведенного исследования, о его итогах и выработанных рекомендаций для обеспечения принципа гласности и открытости судебных процессов в судах Таджикистана. Спустя год эксперты этой же организации теперь уже изучили, насколько учтены их рекомендации и подготовили соответствующий отчет с новыми рекомендациями. Самым главным и важным достижением, по словам экспертов, является принятие 25 июня 2021 года Закона Республики Таджикистан о доступе к информации о деятельности судов. В нем впервые в судебной практике страны указывается о том, что граждане и представители организаций могут участвовать в публичных судебных процессах. Закон также обязывает суды размещать образцы процессуальных заявлений, размеры государственных пошлин по категориям дел, подлежащих рассмотрению в суде, и другую информацию, которая важна для граждан, но ее в настоящий момент нет в открытом доступе. Еще одна из рекомендаций по результатам мониторинга – это обеспечение нормативной основы для доступа представителей СМИ, журналистов и общественности к присутствию на судебных разбирательствах была реализована в статье 20 закона. В то же время отмечается в отчете, в прямом законе есть некоторые моменты, которые могут негативно сказаться на открытости и публичности судебных заседаний. Так, в законе в неполной мере учтены рекомендации по размещению информации о деятельности судов для лиц, не владеющих языком судопроизводства, и для лиц с инвалидностью по доступности, шрифт и возможность прочитать его на электронном табло и тому подобное. А как вы относитесь к таким достижениям? И как вы думаете, должны ли суды Таджикистана быть открытыми? Ведь у некоторых таджиков возникают вопросы с тем, что их родных осудили, они даже не присутствовали на этом заседании и не знают, как там все происходило. Как вы думаете, это облегчит многим жизнь? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В то же время, как следует из отчета, несмотря на многие позитивные изменения в действующем законодательстве, все же многие рекомендации не были учтены. Остались неучтенными рекомендации по внесению изменений и дополнений в процессуальный кодекс об административных правонарушениях, таких основополагающих обязательств, как предоставление права на защиту с момента фактического задержания, а не с того момента, когда лицо будет доставлено в участок милиции, обстоятельства по предоставлению переводчика жестового языка для глухих и слабослышащих людей, создание инфраструктуры для обеспечения доступа лиц с инвалидностью в здания судов и другие. Не учтены рекомендации по внесению изменений и дополнений в Уголовный процессуальный кодекс Республики Таджикистан относительно права общественных организаций принимать участие в судебном процессе в качестве общественных обвинителей или общественных защитников. Не учтены пока рекомендации относительно введения аудиозаписи процесса без согласия суда в Гражданском процессуальном кодексе Республики Таджикистан и Процессуальном кодексе об административных правонарушениях. Остался также нереализованным и такой важный момент, как предоставление национальным меньшинствам и иным уязвимым слоям населения, не владеющих государственным языком, возможности подачи заявлений в суды Республики Таджикистан на языке межнационального общения. Мир права надеется, что их рекомендации, изложенные в предыдущем исследовании и в отчете по учету рекомендаций по результатам мониторинга судебных процессов за период с 2018 по 2020 годы в Республике Таджикистан, будут все же учтены и в более полной мере при реализации программы среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2021-2025 годы, утвержденной правительством Республики Таджикистан 30 апреля 2021 года, что позволит обеспечить качественно новый уровень деятельности судов, гарантировать надежную защиту прав и свобод граждан, оперативность, открытость, публичность и справедливость судебных решений. А как вы относитесь к таким рекомендациям и что можно к ним добавить? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!